Ассаламу алейкум, добрый вечер. Мы сегодня собрались в штабе татар Москвы традиционным сбором для круглого стола в свете последних событий. С начала года, 2 января, произошло народное возмущение в Казахстане. Официальная причина этого народного возмущения была повышение цен на сжиженный газ. Видимо, подспудно народное недовольствие зрело, и это было только как спусковой крючок, просто повод. Кто-то говорит, что это борьба элит, кто-то говорит, что это влияние разных центров силы, с одной стороны Китая, с другой стороны Большого Запада. Суть от этого не меняется. Значит, как говорил Ленин в свое время, ситуация должна быть готова. Народное возмущение, революцию сделать невозможно, она должна быть, предпосылки должны быть. Значит, предпосылки для этого были. Чтобы этого не случалось ни у нас, ни в других каких-то республиках, на мой взгляд, нужно больше внимания уделять народу, больше давать свобод, улучшать уровень жизни народа, простого народа. Это страшная трагедия, на мой взгляд. События спровоцированы, в том числе извне и изнутри, скорее всего, то есть и так, и так. Почему я так думаю? Когда было объявлено во всех газетах, журналах, везде говорили о том, что Америка уходит из Афганистана, и что теперь Афганистан будет там свободен, я многим и друзьям сказала, и сама так думаю, я сказала, что они никуда не уйдут. Сейчас они уйдут из Афганистана для того, чтобы сделать пожар в Центральной Азии. К сожалению, я оказалась права. Очень, к великому сожалению, я бы хотела быть неправой. Но я просто думаю, что те люди, которые были специально обучены для того, чтобы разрушать Афганистан, которые специально были обучены для того, чтобы устроить гражданскую войну в Таджикистане и так далее, они, конечно, набрались огромного опыта. И наверняка они сыграли свою определенную провокационную роль и в Казахстане, воспользовавшись тем, что там, так же, как и везде, в принципе, выросли цены, воспользовавшись тем, что какая-то часть населения была недовольна, они этим воспользовались, злоупотребили и вывели на улицы людей. Очень часто, скорее всего, те, кто выходили, особенно молодые люди, не совсем даже осознавали, что они делают. И результат – вот такая трагедия. Погибло много людей, много разрушений произведено. Я с моими коллегами обсуждали это, говорили об этом. У нас страшно болела душа за то, что там происходит. Мы воспринимали это как свою собственную боль. И сегодня без боли, без страдания, об этом я говорить даже не могу. Я представляю, какую страшную боль пережили те, кто это на своей собственной шкуре все это испытали. Если у нас так болела душа, я представляю, какую боль испытали матери, которые потеряли своих детей. И хочу выразить искреннее соболезнование всем казахстанцам, нашим друзьям, дружественному, дружелюбному казахскому народу. Я очень хочу пожелать, чтобы то, что произошло в Казахстане, больше нигде не повторилось, чтобы ни один народ, ни одно племя больше не попало на эту удочку. Я хочу пожелать, чтобы быстрее восстановился мир, покой и согласие на всей территории Казахстана. И чтобы казахи как-нибудь залезали в свои раны и больше такой беды не испытывали. Мира и еще раз мира. В первую очередь выражаю благодарность штаб татар Москвы за предоставленную возможность провести здесь вечер памяти событий 20 января 1990 года в Баку и вот последних январских событий в Казахстане.
Безусловно, к сожалению, урока мы не сделали. Тогда, несмотря на то, что 32 года прошел, многие вещи до сих пор неизвестны, но то, что тюркский народ в столице России, Москве, так собираются, отмечают эти памятные даты и собираются консолидировать свои усилия, чтобы как-то выйти из положения наименьшими потерями для всех тюркских народов. Поэтому еще раз благодарность всем организаторам. Хорошо, что мы вместе и в трудные минуты, и помним, что происходит у наших братьев. Сегодня 20 января, и вспомнили те события, которые 32 года назад произошли у нас в Азербайджане. Мы вспомнили те дни, и недавние события также вместе с нашим братским казахским народом. Всех этих событий идут еще с давних, с долгих давних времен, и звенья одной цепи. Мы обсуждали очень многие проблемы, которые накопились. У нас одни корни, и поэтому нам интересно все это обсуждать, и потому что наши боли общие, и хватит этих болей, что ли. Надо более сплоченно искать радостных новостей, жить в радости. И поэтому нам надо почаще общаться и вспомнить свое прошлое, и строить наше будущее. Я, конечно, шла, чтобы выразить свою солидарность в поддержку землячества, поскольку я уроженка Казахстана, моя родина Казахстан. Но с 1994 года мы приехали в поисках получения высшего образования в Россию, и вот так и остались. Но вот эти последние события, как и многих людей, которые произошли в Казахстане, безусловно, не оставило меня равнодушным. Поэтому из этих чувств прийти вот с землячеством, которые живут здесь, в Москве, я дружу со многими казахами, это вот как необходимость. Мы решили собраться в этом уютном штабе татар. Бесконечно благодарна Ямалееву Рустаму Фазеевичу за эту возможность пообщаться, поговорить, вспомнить, почитать молитвы за погибших. Я думаю, что эти вечера, они сплачивают, сближают людей, и они просто необходимы сегодня. Хочу поблагодарить всех, кто был сегодня здесь, пожелать, конечно, всем крепкого здоровья, счастья, и дай Бог, чтобы у всех было мирное небо над головой.